Я хочу также прокомментировать и, в принципе, то, что вот сейчас Лаша Нуджарович говорил, у нас вот, да, поправки были, здесь около 20 поправок, но мы все это время работали над этим, вы знаете это, Кристина Константиновна, и некоторые, с учетом того, что да, у нас в внутреннем законодательстве прописаны были, как-то сами по себе они отсюда отпали, но и были приоритетные вещи, это то есть вот порог, о котором мы говорили, и также, да, мы обсуждали порог и в 5 миллиардов, и по отраслям, и по секторам, и говорилось о том, что вообще убрать туристическую сферу деятельности, оставить там оздоровительные какие-то комплексы и тому подобное, но это почему-то тоже услышано не было. Соответственно, это же не просто было продиктовано, а тем, что сегодня в туристической сфере мы, насколько понимаем, маломальски небольшими шагами, но идет какое-то развитие, и нам бы не хотелось бы, чтобы сюда зашли какие-то там сети, допустим, да, там гостиничные, чтобы потом демпинговали, и у нас не было возможности развития именно наших ательеров, тех людей, которые строят на свои деньги и без того, что не оплачивают НДС. Я также, вот это один вопрос у меня, да, вот был, почему так получилось, что не смогли согласовать именно по вот этой части. И, ну вот конкретно то, что касалось порога, потому что, ну, реально в этом есть определенная логика, есть смысл. Мы же не просто это так делали, мы говорили о том, что есть некоторые направления, где вообще можно там от НДС, допустим, освободить, там, я не знаю, это вот, допустим, газовую там отрасль или еще некоторые вещи, которые у нас в Абхазии вообще отсутствуют. И мы об этом говорили, но как-то это тоже услышано не было. Ну и, соответственно, то, что НДС касается 50%. Я, насколько понимаю, здесь и до этого у нас было общение относительно того, чтобы именно стоять на этом, на том, чтобы этот НДС все-таки платился. Как пришли к такому, что 50 на 50 решили вообще это сделать. Это на самом деле опять-таки дает сегодня возможность огромным преференциям тем инвесторам, которые заходят на нашу территорию. Хочу вот поподробнее, чтобы вы именно вот на этом остановились. Что касается увеличения порога инвестиций, тут у нас с вами было однозначно, в принципе, одинаковое мнение. Я неоднократно озвучивала, что мы изначально пытались, значит, договориться об увеличении порога инвестиций до 5 миллиардов рублей. Это не простой процесс был, у нас несколько обращений было, значит, соответственно, уполномоченному органу Российской Федерации о рассмотрении данного вопроса, но данный подход не был поддержан, и, соответственно, он и сейчас не был поддержан, потому что, еще раз говорю, данная поправка носит принципиальный характер, соответственно, этому следствием является внесение изменений в утвержденную редакцию проекта соглашения соответствующим распоряжением. Поэтому и данная поправка в рамках консультаций между двумя министерствами не могла быть поддержана. Теперь, что касается непосредственно то, что вы говорите, да, соответственно, то, на что обращаете внимание, Лаша Нугзарович тоже говорил, относительно сферы деятельности, такой, к примеру, как туризм, что там вопросы, значит, возникают нездоровой конкуренции там, и так далее. Ну, как я знаю, буквально недавно здесь в парламентском комитете профильном соответствующий закон об ограничении монополистической деятельности и конкуренции принимается. Соответственно, это защитный механизм, для этого и существует законодательство, которое такие вопросы может и должно регулировать. В данном случае, что касается непосредственно создания отдельных условий для местного бизнеса, фактически мы уже на следующей неделе завершаем, значит, уже третий этап согласования законопроекта о поддержке малого и среднего бизнеса, который мы планируем уже до конца этого месяца внести на рассмотрение в Кабинет министров и, соответственно, в администрацию президента для последующего представления в парламент, где как раз фактически предусматривается определенный набор инструментов, предусматривающих поддержку малому и среднему бизнесу. У нас с вами будет возможность уже в контексте проработки данного законопроекта, возможно, у вас будут инициативы, которые
которые, по вашему мнению, дополнят тот механизм, который будет предлагать исполнительной власти. Я думаю, что у нас в контексте проработки данного законопроекта будет возможность такие инструменты туда заложить. То есть мы над этим процессом работаем, и, значит, в данной ситуации речь не идет о том, что в данном случае имеет значение только данное соглашение, регулирующее крупные проекты. Для нас, безусловно, и однозначно имеет значение то, как будет развиваться местный бизнес. Определенные инструменты поддержки уже сегодня оказываются, но они, безусловно, не соответствуют запросам. Поэтому соответствующий законопроект, я думаю, до конца ноября мы завершим над ним работу, и у нас будет возможность с вами, соответственно, над ним дополнительно проработать. Что касается банков, сразу вам скажу, почему не воспользовались законодательной нормой и не открыли дочернюю структуру. Ну, потому что, наверное, как мне кажется, рынок не представлял особого интереса. В данной ситуации, почему это имеет смысл? Потому что речь идет о больших инвестициях, превышающих 2 миллиарда рублей. Понятно, что такие инвестиции, они, безусловно, в определенном объеме будут осуществляться за счет заемных средств. А те банки, которые такие заемные средства будут предоставлять, у них основная задача обеспечивать контроль за целевым использованием этих денег. Почему речь идет о привязке до ввода в эксплуатацию? Для того, чтобы они могли контролировать, как используются заемные средства. Поэтому именно сейчас этот вопрос стал актуальным. А почему не дочерняя структура, а филиал? Еще раз хочу сказать, что дочерняя структура и филиал, порядок их регистрации, соответственно, разный, но и набор функционала тоже разный. И в этом смысле я здесь объясняла, что, например, значит, дочерняя структура банка по своим обязательствам отвечает своим имуществом, а филиал за филиал своим имуществом, филиал не имеет имущества. Соответственно, по его обязательствам отвечает кредитная организация, которой он принадлежит. А для нас в данном случае это реальный защитный механизм, что если что-то с этим филиалом произойдет, по этим обязательствам будет отвечать непосредственно его головная организация. И здесь наоборот, мы реально серьезную вещь заложили и ограничили их возможность функционирования. Они будут обслуживать исключительно эти проекты. Поэтому... Все будет отслеживаться, то есть из поля зрения всей нашей банковской системы, контрагенты, вот это вот все, им это не нужно. Им это не нужно. Кристина Константиновна, комментируя действия сегодняшнего нашего заседания комитета, мы все предыдущие заседания мы как-то совместно проводили с бюджетным комитетом. Меня с самого начала, вы знаете, самый главный вопрос, который был в этом соглашении, это возврат НДС. Да, НДС. Я всю дорогу, значит, говорил. Вообще всегда НДС. Да, всегда НДС. Я противник любого освобождения от НДС в данном соглашении или, значит, в каких-то по ввозному НДСу, когда принимаются решения, да, мы понимаем, что это самый основной источник поступления в республиканский бюджет. И мы очень сильно, за этим, все наши коллеги, за этим мы наблюдаем. Конечно, уважаемые коллеги, здесь было сказано о том, что мы получили соглашение, которое рассматриваем, да, на той стороне оно уже было подписано, данное распоряжение об утверждении этого соглашения. Да, если бы не было бы этой истории, конечно бы мы, значит, в тексте этого соглашения мы имели бы возможность внести очень существенные поправки, которые волнуют нас, депутатов, общество наше. Но сегодня мы имеем то, что мы получили и смотрим, что имеем, то имеем, будем так говорить. Мне хочется отметить то, что по НДСу частично эта история сложилась. Честно говоря, я не думал, что и так это тоже произойдет, но 50% вот это на усмотрение. Депутаты очень внимательно отслеживают ситуацию. Нет, я не совсем доволен, но да, из компромисса надо, это лучше, чем ничего, из компромисса надо извлекать максимум полезного. Конечно, это не то, что мне хотелось бы, но и история такая. И я хочу еще проинформировать и вас, и нашу общественность, что депутатами парламента будет инициироваться законы, которые позволят
Нас очень сильно интересует и волнует, да, равные возможности осуществления инвестиционной деятельности, в том числе и нашим местным бизнесом, да, чтобы выровнять условия, да, осуществления инвестиционной деятельности, в том числе и нашими гражданами. Мы за этим будем очень сильно наблюдать, осуществлять надзор за этой деятельностью. И в данном случае в нашем бюджетном комитете рассматриваются проекты внесения изменений в закон об инвестиционной деятельности, который позволит нашим предпринимателям, для наших предпринимателей существенно, значит, облегчить налоговое бремя для ведения бизнеса или для осуществления инвестиционной деятельности. Намерение есть у наших коллег, есть соответствующие инициативы, которые направлены на то, чтобы касаемо местных наших предпринимателей. Мы в этом направлении, да, и антимонопольном, я, честно говоря, да, меня очень сильно беспокоит, люди 30 лет последние в тяжелейших условиях осуществляют деятельность свою хозяйственную здесь, в нашей стране. Я бы не поддержал бы никакие решения, которые будут им мешать, да, и какая-то неравная конкурентная среда, какие-то монополии, которые разорят наш местный бизнес. Эти люди 30 лет исправно работают и осуществляют свою деятельность и содержат всю нашу бюджетную систему, будем так говорить. Впредь бы, да, хотелось бы очень внимательно относиться к тем решениям, когда, предусматриваются в соответствующих соглашениях какие-то, да, налоговые послабления. И это очень важно. Нашей с вами задачей вместе с исполнительной властью, на мой взгляд, да, это формирование национального нашего республиканского государственного бюджета, который будет соответствовать потребностям и чаяниям нашего населения. Мы не можем взять всех освободить от всего. Я вас уверяю, что, уважаемые коллеги, немало сегодня предпринимателей за 30 лет, которые инвестировали в экономику Абхазии не 2 миллиарда, а более 2 миллиардов рублей. То есть, как вот здесь сказал Беслан Викторович, их интересы тоже надо учитывать. То есть, тот законопроект, о котором вы говорите, надеюсь, что мы будем здесь рассматривать в парламенте. Мы на следующей неделе уже всех, с кем мы обсуждали, будем приглашать, и потом будем уже вносить. И нам бы хотелось бы тоже, есть определенные в нашем законодательстве определенные пробелы в понятийном смысле. Это все содержит. Законопроект это все содержит, и понятийный аппарат, отнесение к тем или иным видам бизнеса и, соответственно, инструменты поддержки. Все должно быть. Это все содержит. Мы хотим ориентировать вас, уважаемая Кристина Константиновна, и все правительство на то, что инвестиции должны помогать, увеличивать пополнение в наш бюджет и помогать нашим гражданам находить себе работу. Плюс главные две задачи, для чего нужны инвестиции, о которых мы всегда говорим. Плюс к этому я просто хочу, чтобы, да, мы это тоже озвучили здесь. Мы фактически закончили инвентаризацию всех актов, принятых в этой сфере. Там у нас, если не ошибаюсь, по-моему, 2 депутатов присутствуют в составе этой рабочей группы. Есть соответствующее распоряжение правительства. Мы завершаем работу. Вот сейчас мы ожидаем последнюю информацию от Минздрава Абхазии. Соответственно, уже консолидированный проект мы уже будем с участием, изначально уже на площадке пока Минэка, с участием тех депутатов, которые в эту рабочую группу входят, обсуждать. Потом, соответственно, прежде чем его выносить на утверждение и потом направление в парламент, мы дополнительно с вами еще проведем консультации. Если от вас еще поступят дополнительные инициативы, чтобы потом не вносить изменения, можно это сделать на этом этапе. У нас вот тоже в конце следующей недели, скорее всего, Минздрав свою позицию окончательно представит официально, и мы уже будем проводить итоговое совещание по данному вопросу для того, чтобы предварительно направить уже на согласование всем заинтересованным. Если мы эту работу проведем оперативно, то до конца года, я думаю, мы и с этим вопросом тоже, я думаю, разберемся. А потому что у нас льготы, продовольственные товары, сырье, оборудование, медикаменты, лекарственные препараты и так далее. У нас там несколько направлений действующих льгот, и мы сейчас анализируем, какие льготы должны быть предоставлены. Это, к примеру, в сфере производства, в сфере сельского хозяйства, да, там, где необходимо. А может быть, есть льготы, которые уже не актуальны. Поэтому мы же с вами это обсуждали в прошлом году, мы эту работу фактически финализируем сейчас. Кристина Константиновна, я здесь в стенах парламента неоднократно уже об этом говорил.
Беслан Викторович не даст соврать, нам надо пересмотреть перечень товаров, которые, значит, попадают под ввозной НДС. Об этом которые речь идет. не Вот попадают. об этом речь идет. Я понял, Да. еще углубленно. Да, об этом не речь только идет. каким по медикаментам. Нет, я как раз говорю, мы только Минздрав ждем, все остальное мы уже проанализировали. У нас уже есть итоговая версия, просто мы ждем дополнения от Минздрава. И мы как раз с вами просмотрим все позиции. Это, если вы помните, например, по продовольственным товарам, там нет конкретики. По сырью и материалам, там идут перекосы, где-то есть льготы, а где-то вообще льгот нет. То есть тут нужен такой комплексный подход, мы его фактически сейчас завершаем изучение и будем с вами дальше обсуждать. Без инвестиций, наверное, нет никакого развития и процветания. На протяжении нескольких месяцев велись обсуждения по этому вопросу. Мы знаем мнение сегодня руководства, знаем мнение оппозиции, многих политических партий. Были разного рода обсуждения, были они все приглашены. И на сегодняшний день для меня лично именно то решение, которое было принято, то предложение, которое было направлено в ваш адрес депутатам парламента, руководителям комитета, именно по многофункциональным комплексам. Сегодня в стенах парламента ведется соответствующая работа. Я думаю, что по этому вопросу будет принято и решение соответствующее. Исходя из этого, уже и на сессии будет приниматься правильное и нормальное решение для того, чтобы в общем, сделать нужное, полезное для нашего общества, для нашей страны, для нашего государства. Деньги, они будут брать кредиты соответствующие там в российских банках, а поскольку это государственные средства, нужен будет контроль, вот отсюда и те действия, которые идут потом. У нас таких возможностей нет, чтобы наши люди брали, это другая составляющая, да, там такие проценты, что я бы никому не желал, чтобы кто-то бизнесом на этих условиях занимался в наших условиях. Значит, но понимаете как, есть возможность желания, есть возможность возможностей. Мы ведь дело имеем с оппонирующей стороной, да, наши друзья, все равно там тоже свои интересы заложены и свои риски, которые хотят, значит, погасить. Я сегодня, вот, глядя на тот вариант соглашения, который, значит, был подписан, могу согласиться на все, вот кроме понятия вот комплексов. Значит, почему? Потому что действительно у нас получается так, что мы не так давно рассматривали закон об апартаментах, да? Фактически парламент его отклонил. Значит, по тем процедурам, которые у нас есть, мы где-то год не можем возвращаться к этой процедуре по новой, да? Но в данном соглашении, если не конкретизировать, что апартаменты не являются разновидностью этих комплексов, получается, мы еще в большей степени облегчаем режим и создаем режим наибольшего благоприятствования тем, кто будет апартаментами на всей территории с сложением таких сумм. Поэтому, конечно, вот здесь вот нам надо продумать. Я говорю свою позицию. Я буду голосовать за этот документ, но при условии урегулирования вот этой позиции. Да, потому что апартаменты не могут быть, значит, включены в понятие многофункционального комплекса с учетом вот этого соглашения. И последнее, что я хочу сказать. Понимаете, мы действительно, может быть, кому-то странно в российской стороне, что мы так дотошно пытаемся представить, кто здесь у нас пострадает. Вот когда мы говорим, что в транспорте, да, там вот, я же слышу разговоры, которые придет Яндекс сюда, да, и все наши эти системы такси накроются. Ну, я тут со стороны хочу сказать, вот надо просто продумать, что лучше. В конце концов, все это создается еще для того, чтобы было удобно конечному потребителю, нашим жителям. Значит, я просто сужу по своим поездкам, значит, в ту же Москву, которые, значит, ну, раньше были чаще, сейчас реже. Значит, проблема такси какой была? Сейчас, да, Яндекс монополизировал фактически, я так это понимаю. Ну, ты просто в любом районе Москвы находишься, ты набрал, тебе 5-6 минут, машина пришла и стала. То, чего не было раньше, пока не было вот этой монополии. И вот если мы хотим избежать при всех плюсах вот этих дел, значит,
антимонопольное законодательство нам надо форсированным, самым что ни на есть образом делать. Дорабатывать и вводить, потому что действительно тут есть риски серьезные. И как стыковать интересы отдельного каждого жителя и того, кто формирует наш бюджет в конечном итоге. Это очень важно. И завершая, я еще раз повторюсь, я буду голосовать за ратификацию данного соглашения, но при условии, что мы исключаем в любой форме наличие апартаментов как разновидность многофункционального комплекса. Есть моменты, которые мы должны сами понимать внутри у себя. Я думаю, что и парламент, и правительство в одном лице, имею в виду, как народ, мы хотим, чтобы у нас все было прекрасно и хорошо. Но есть вещи, которые правительство опережает парламент всеми этими проектами, законами. Мы должны заранее обсуждать совместно, чтобы потом не искать моменты для того, чтобы что-то внести, что-то поправить, что-то делать. Вот здесь, конечно, у нас очень много хромает. Дело в том, что в 6-м созыве очень много законопроектов, которые перешли в 7-й созыв. Очень много. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы должны оперативно работать совместно, исполнительная и законодательная власть. Тогда у нас, если у нас внутри не будет какие-то разногласия или какие-то вопросы мы можем решать, тогда нам легче будет всем вместе делать одно общее дело. Для того, чтобы в первую очередь, чтобы граждане Абхазии, наши бизнесмены, которые, вот как Леонид Иванович говорит, 30 лет работают, они какую-то часть бюджета тащат за собой. Естественно, мы хотим, чтобы инвестиции были. Я тоже голосую за это, потому что мне больше всего волнует, мы ничего не делаем в отношении наших инвалидов, ветеранов войны. Вот можно представить, 30 лет прошло, и какие пенсии инвалидам войны? Я когда говорю, говорят, откуда деньги брать? Ну вот надо так сделать так, чтобы инвестиции были, и деньги были, хватало именно этой категории наших граждан. Потому я считаю, что, Кристина Константиновна, многие в дальнейшем наши, которые будем совместно принимать законы, принимает закон парламент, берет ответственность на себя. Но эту ответственность мы должны разделить вместе с вами. Так что я за принятие закона. В данном вопросе, когда предлагали изначально слово апартаменты пошло в ход, затем пошел пилотный проект. Как ни странно, народ Абхазии объединился в этом вопросе. Я за всех не говорю. В большинстве, если брать, оппозиционные, за власть, там, неважно. Люди обозначили свой протест. Я прекрасно помню, когда вот мы на ПМФ выезжали в Питере, вы подписывали соглашение по поводу аэропорта, тогда не было никакого письма в ваш адрес, что парламент там вносит свои поправки или согласен, не согласен. Такого бурного обсуждения не было, хотя и по поводу аэропорта тоже люди обсуждали, если говорить откровенно. Меня беспокоит следующее. Тут мы все коллеги. Если за моего коллегу там что-то пишут, либо говорят, либо необоснованно, либо до конца не услышав, кто-то может сказать, там, кто-то может ближе дружит, да, за рамкой там, нашей работы. Но то, что Алхас Валикович отправил на ваше имя письмо, я обсуждать сейчас не собираюсь. Но даже если этого письма не было бы, не нужно именно это ставить камнем преткновения, что это послужило поводом вашей подписи, вашего соглашения, выезд ваш. Это мое видение к происходящему. Но если даже брать его письмо, которое он направил на ваш адрес, если вы взяли на вооружение то, что парламент готов там, как обсуждалось в обществе, что они готовы принять, проголосовать и так далее на основании там... Да, этого не было. Я на примере этого не увидел, но хоть даже если это так, то был же обозначен пункт или подпункт Ж пункта 2 статьи, слова там иные средства размещения исключить и многофункциональные комплексы. Ваш ответ я тоже прочитал, почему-то вы именно пункт иные средства размещения исключили, а про многофункциональные комплексы оставили, вообще про них ничего не расписали, обошли.
А если брать, вот я Леонида Ивановича с большим уважением отношусь к нему, слушал внимательно, вот если говорить про многофункциональные комплексы, вот в мировой практике, если брать, да, это какие объекты? Это объект недвижимости с большой площадью, в которую входит малая площадь, или же там я читал, что это офисы, жилые, торговые, гостиничные, там апартаменты, либо игровые или другие помещения. Так слово, если апартаменты, там вытекает, так, понимая то, что наше общество очень бурно обсуждает этот формат этого даже термина и в общем, так почему бы не убрать многофункциональные комплексы? Не нужно расписывать, что входит в именно что подразумевается или еще что-то, а просто взять и исключить. И все. Это одно, это мое видение, вот, можно я скажу? И по поводу, когда я говорил соглашение за соглашениями, слушайте, нас, нас вообще Хучик Харгиха Ахана здравоохранением, образованием, и сельское хозяйство, Гихараюныцхала и Хаму, их Ахцарани Халшо. Хучик Хадгылан Хари Ахцазом Шай, Шара, и Хашцаш Хацхрахана, Зигиргана Хала. Вот хотя бы пункт Саш Харахала, Брих Ахцот и Халшот, Зигхазык Ахцот Хуня. А бржиху сдара зяшечка на сагет, чтоб хашир иже башук соцвет и вет, а бас хуш матер, шот зик матер, шот ма пенсион, май башир сказром. Хари халм шатзе. На сабрже брихадах кылыр, хаз зиги, хаза хамарыма жахот, зигрил ахмар, шала хотхома, сей шейлыскау. Хучик ацакра, сара исход я хчана, ацакра тахзам хучик. Хахоп шипицик, хайчажу пицик, хайлачажу, ицик хайхабачоп, псазара крзбашоп, айбеш схызгаздоп, игиоп, спиртшоп, иги хайлачажу, ацакра тахзам ханскуяна. Сасгуана гарала, игира хи апсняхоша зара, кула зара, раджим зара, да адзам мапазхо. После того, как уже Российская Федерация признала Республику Абхазия, независимость ее, в 2009 году уже было первое ратифицированное соглашение, касаемое именно поощрения инвестиций, взаимной защите инвестиций. После этого мы знаем, что также по хронологии в 2014 году был принят сам закон об инвестиционной деятельности. После этого в 2015 году был принят закон о свободных экономических зонах. В 2016 году была концепция 25 шагов развития экономики Республики Абхазия. Это без отсылки, да. Ну, было еще, может быть, да, какие-то вещи мы тоже упускаем, но сам факт, что эта хронология предыдущих лет, она в любом случае показывает, что Абхазия и тогда нуждалась в определенных инвестициях, потому что самостоятельно найти в нашей экономике с ее реальными проблемами средства на то, чтобы восстановить определенные ключевые основополагающие направления, касаемые развития, касаемые существования Республики Абхазия, крайне сложным представляется. И поэтому я думаю, что сегодня за все эти годы ситуация не улучшилась, она ухудшается в разы по объективным порой причинам. Иногда бывает, что есть причины, которые от нас не зависят, да, и необходимость в такого рода соглашении, она в любом случае сегодня тоже есть. И мы все это понимаем, каждый, да, даем себе отчет в том, что есть сегодня такие направления, которые при всем своем желании мы можем себе отказать во всем, и нам все равно не хватит, чтобы какое-то одно из этих глобальных направлений мы могли бы наладить и сделать, чтобы от А до Я не было никаких проблем. Поэтому, исходя из всего этого, я думаю, что сегодняшняя наша встреча, заседание и вице-премьер не отрицает этого, и в лице спикера депутаты тоже выражают свое понимание и определенные опасения, касаемые самого понятия многофункциональный комплекс. Как мы говорим, даже в Российской Федерации нету такого законодательного конкретно акта закона, который давал бы понятие, что такое многофункциональный комплекс. Но в каждой стране, при каждых условиях
Да, при каждых условиях всегда оно размывается, это понятие, оно может сидеть в определенных направлениях, как вот сейчас, Кристина Костина, вы говорите, там, в сфере туризма, либо оно может, да, то есть и мы этому тоже не исключение. Говоря там о нашем градостроительном кодексе, говоря о сфере туризма, то есть у нас тоже этого понятия нету. Само понятие содержит подход такой, да, что апартамент, в нем сидит термина, да, а вот там, где понятие как бы расшифровывается так, чтобы это было как бы, да, не притянуть туда уже больше ничего, то есть оно по факту есть таковым. Исходя из того, что мы сегодня обсуждаем, исходя из того, что мы понимаем, что уже в этом соглашении, да, когда он был на стадии проекта, ну, не получилось отстоять эту точку зрения по определенным тоже причинам. Кристина Константиновна озвучила, как это было и почему. Значит, если мы имеем такую возможность в каком-либо внутреннем законе Республики Абхазия само понятие многофункциональный комплекс обозначить, что это, и что оно может быть, да, допустим, там в любом случае это будет коммерческая недвижимость с определенными, да, там направлениями, но нежилая, но при этом понятие апартамент в нем не будет сидеть. Мы думаем, что у нас эта возможность есть. Мы вчера и сегодня, да, этим вопросом занимаемся всецело. Есть какие-то определенные, значит, понимания, как сделать. Теперь это все как бы надо все аккумулировать как бы, да, в один такой вот документ, который будет либо отдельным законом, либо в какой-то уже действующем законе, который сегодня есть, и эту статью, и это, вернее, понятие может отображать, чтобы у нас потом не было расхождений, что кто-либо мог бы сказать, да, кто-либо мог бы сказать, что вот там есть такое размытое понятие национальный комплекс, и, скорее всего, там этот апартамент сидит. То есть мы должны будем обозначить теоретически и практически таким образом, чтобы исключить из этого понятия термин апартамент. Я думаю, вы все согласны, да, коллеги, с этим. Исходя из этого, ну, мы этим вопросом занимаемся параллельно. Все, что мы сегодня озвучили, это хорошо, что такие соглашения, они все равно подлежат дискуссиям, обсуждениям, кропотливой общей работе. Там как бы мы в чем-то сходились, не сходились, я думаю, что на выходе все равно у нас получается, да, уже какой-то такой готовый вариант, в котором мы понимаем, что все это принесет хорошее такое, да, вот, подспорье будет для того, чтобы мы благодаря инвестициям многие внутренние вопросы в Республике Абхазия, да, могли решить во благо того, чтобы и уровень жизни населения, и экономическую составляющую нашей республики мы могли все-таки в разы поднять и вывести на определенно новый уровень. Поэтому, уважаемые коллеги, я предлагаю с этой повесткой поставить вопрос на голосование комитета. Я, да, думаю, что мы уже для этого тоже созрели, поэтому в том плане, что понимание есть, и тот самый основной, да, ключевой вопрос, который сегодня беспокоит нас многих, мы для себя определяем, что есть такое понимание, что мы можем этот вопрос решить во внутреннем законодательстве республики. Да, все верно, все верно. До сессии мы рекомендуем это на ближайшую сессию. А к этому времени у нас буквально, я думаю, что Хараим Гаква будет какое-то решение. Поэтому, уважаемые коллеги, ставим вопрос на голосование. Ставим вопрос на голосование. Прошу голосовать за то, кто рекомендует сегодняшнее наше соглашение на ратификацию.